Конференция, посвященная празднованию 20-летия закона об особом правовом статусе гагаузии и гагаузери, состоялась в Камрадском педагогическом колледже. Данная конференция была организована Управлением образования Гагаузии. Это, конечно, большое завоевание, когда мы слышим постоянно, когда проводятся конкурсы, различные конкурсы, и выявляются наши певцы, композиторы уже вышли на более высокий уровень, участвуют в международных фестивалях. Вот последние Тюрк Дюнясы, Казани, Татарстане наши тоже принимали участие среди всех тюркских народов. Это, конечно, большое достижение. Очень много еще надо сделать. Надо сделать так, чтобы наш язык стал уже на уровне общественного, чтобы наши мероприятия проводились там, где нужно, оно всегда нужно на родном языке. И народное собрание, и заседание исполкома. Целью конференции, по словам заместителя Башкана Николая Стоянова, явилось обсуждение достижений и перспектив развития гагаузского языка. Цель подвести определенный итог за 20 лет, что было сделано в части развития языка. И сегодня те, кто непосредственно занимается проблемами языка, они сегодня показывают вот в динамике движения, что было сделано, каким образом вообще язык первые книги на гагаузском языке, это на кириллице, потом переход на преподавание на факультативной основе, потом обязательно, потом первые студенты, которые поступали в вузы. Итак, первые, и теперь уже к чему мы пришли. Гагаузская интеллигенция на конференции представила свои доклады на тему развития языка и культуры. Учитель гагаузского языка из села Авдарма прочитал доклад «Авдарминский музей. Страницы истории села». Здесь есть что рассказать, потому что история каждого села, автономии – это общая история всего нашего гагаузского народа. Поэтому значимость этой темы также велика, потому что я попробую в своем коротком докладе раскрыть значимость языка родного, значимость знания истории своего народа, значимость менталитета народа в сохранении своей культуры, своей этничности. Более 10 докладов было представлено на мероприятии. Главными слушателями на конференции стали студенты колледжа. Именно молодежь педагогического колледжа сегодня является, по словам организаторов, будущими преподавателями и воспитателями, которые, несомненно, будут воспитывать у людей чувство патриотизма к родному краю и родному языку.